Сегодня у нас гость из Чурапчи. Как машина себя зарекомендовала? Сколько лет катаешься? Не, это прошлым осенью купил. Прошлой осенью? Да. Что-то у тебя на крыльях нету гибрида специально, Да. чтобы тебя не хейтили, да? Ага. А то не хотят гибрида видеть на дорогах, да? Не, это продавец снял. Предыдущий, наверное, не знаю. И сзади тоже нету, да? Да, всё. Сколько катаешься уже? Ну, катаюсь. Сколько на ней ездишь уже? А? Не, она зимой стояла, зимой не ездит. 215 на 60 на 16. 16 колесики. Ну, это болезнь. Чуть-чуть задел один раз и все. Не, я все задел, вот видишь. Но ты ничего не поделать. Так, салон у нас обычный, деревянный, да? Да. Одна дверь, подогревы, подогревов нет, простой магнитофончик, простой руль, да? Все простое. Ну, будем делать что. Сейчас заедем. Крюк намотал уже, да? Да. Но здесь сохранилась у нас эмблемка. Еще чем отличается, ребята, простая версия. Покажу. Так, что-то у нас тут аккумулятор поменял, да, недавно? Да. В общем, какой аккумулятор поставил? А нет, у тебя полка разрезная. Недавно, да, поменял? Все, мертвый, да? Полка разрезная. Да. Не такой уж и бич у тебя пакет. Потому что бывает просто полка. Понял? А то с двух секций, когда состоит, это уже нормально. Ага. И две печки есть, смотрите. Две печки. Да, надо будет вот эту снять тебе как-нибудь. Ага. Там печку почистить, да. Зима Она скоро. уже все в пыли. Да, Видишь. скоро зима. Ну, а что поделаешь? У нас условия не позволяют, как говорится. В Якутии дорог нет, так Я скажем. вообще не могу. Химчистки это вообще не могу. Это вторая машина. Ага. Ну так, что сперва чем начнем? С ЕГРом или Да мне без батарея? разницы, без разницы. Все, ну сейчас глянем под капотку, открой, пожалуйста. Сейчас продуем, наверное, сперва. А потом загоним. Ну, в общем, покупал, когда, говорит, маленечко была стукнута. Вот это что такое? Так его поставили. Когда телевизор меняли, неправильно провели проводку, да? И сверху вот так. Нифига себе. Заколхозили маленько, да? В общем, продуем. Вот видишь, по фотографии вот с этой стороны. Так. Ну, грязная подкапотка. В принципе, смысла нет мыть тебе, да? Даже если сейчас помоешь, буквально одна поездка, Чурапчу и все, да? Ну, нет, Опять будет грязно. Не, я помою. Крышку закрой. А то можешь потеряться. Ну, в принципе, все, продую от грязи. Мне главное вот до вот этого добраться, маленечко замараюсь, ничего страшного. Свечи посмотрим. Ну и все, в принципе. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Итак, первым делом проверяю, скоро зима. Этим крутым прибором, как он, я всегда забываю, как он называется. Рефрактометр. Хоба. В очередной раз показываю, что это такое. Вот видите, граница. Синяя граница, чуть-чуть выше минус 40. Это у нас инвертор. Так, теперь в радиаторе смотрим. Минус 50, ребят. Поэтому парню менять не стоит. В принципе, он такой мутного цвета и есть. Вот. Хорошо, что я с гибридом работаю, потому что по запаре просто бы открыл пробку, она бы как жахнула, если бы это другой был. Если бензинка была бы, тут она 90 градусов был бы, блин. В общем, менять не надо жидкость. Ой, ага.
Так, еще заметил, комплектация с подогревом зоны дворников у тебя, смотри. Ага. Стекло крутое стоит. Да. Какое-то, да? Видишь, подогрев зоны дворников. Ну она греет. Ну, по-любому греет. Шок-контент, ребята. Я предупреждал. Предупреждал. Парень говорит, я предупреждал, что будет шок-контент. Так, вот тут я что-то еще обнаружил. То, что пимпочка одна вот эта вот сломана. В общем, был тут ударчик, да? Сюда. Ну ничего. Все почистим, все сделаем. Проблем с этим нет. Чуть больше химии уйдет. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Так, глянем. Дозор. Какой-то пупырочка есть. Ну, Специально в нее бьет, да? Ну давай оставим тебе, потому что не знаем, что по батарейке будет. Джапан. Ну, это все что угодно можно Да. написать. Да. Оставим их, Да. раз они мененные, неизвестно когда. Ну, в принципе, я считаю, если залезли, то надо поменять. Ну давай, поменяй. Поменяем нафиг. Нафиг. А эту себе... Так, заметил то, что на свечах вот есть маслица. Немножко маслица. Вот мажется, видите? Плохо были свечи затянуты, не знаю, кто это делал. В общем, старые свечи всегда оставляю хозяину. Всегда, что были на замену. Ставлю свои родные торч. Китай №1. Поэтому они миллионами штук делают этих, свечи, так что по всему миру распространяется. Поэтому как-то так. Ну а вот эти непонятные свечи, ТТшки, в принципе, они тоже хорошие, я не спорю, но уже поработали. Корона вот у них, коронный разряд. Но про запас пусть валяется, мало ли. Вдруг кто-то у него в деревне попросит, всегда будет знать, что есть рабочие свечи. Карифану отдаст. Это на все ЗРы подходит. В принципе, у кого вот такие свечки, 14 головку под 14, любому может подойти. Итак, впуск. Ну, как всегда, тут масло присутствует. Это, в принципе, нормально. Это сапун. Сапун работает. Так, дроссель, ребята. Ну, трэш, конечно, жесть. Жесть, вот как он работает, но что поделаешь. Сейчас внутри-то не так много. Сейчас его протру тряпочкой. Химией забрызгаю, пусть стоит. Так, смотрим. ЕГР. Ну, как всегда, клапан. Ну, грязный, конечно, но не так, чтобы прям. Чувствуется то, что недавно лазили туда. Недавно лазили. В общем, ну, такие моменты как бы стандартные. Это уже 1000 раз уже показывал. Сейчас дудку посмотрим. Дудку посмотрим. Оба. Ага, просвет. Есть? Нет. Чуть-чуть есть, просвет. Ну, сейчас продую его. В принципе, я стараюсь, как правило, химией не пользоваться. Ну, можешь сам посмотреть. Он жестко грязный, конечно. Аркадия Паровозова сейчас пока. Давай. Мне за эту разработку премию дадут. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена, мы сам... Пока она сухая, надо так делать.
только мощный компрессор иметь, прям реально мощный. Когда там химию разводишь, грязь только разводишь. Ну, это я так заметил. Она визуально чистая, конечно. Ну да. Можно уже тут посмотреть, не знаю, давай вот отсюда посмотрим. Видишь, нет? Держи. Грязно. Ага. Видно, видно. А, никакой зелит. А потом еще так проверяем. Легко. Вами проверяем. Прям можно спокойно дунуть. И нету уже сопротивления. Это реально. Фига, мне тоже надо. Массаж, блядь. Чистота тут, в принципе, как таковая не получится. Вот. Ну, нецелесообразно, потому что все равно застрется. Итак, меняем прокладочку. Сейчас поставим и фильтр тоже. Потом, ну это в конце, короче, положим фильтр. Все почистил, дроссель вот такой вот стал. Чистенький. ДГРчик чистенький, клапан. Стараюсь много химии не пользоваться, потому что остается это все грязью. Вот. Как-то так. Ну а это дело продули. В принципе, все. Проходимость, хоть ртом дыши, как говорится. Все, продолжаем. Пока я это самое, хозяин фильтр салонный меняет. В общем, какой был фильтр? Ну прям дубовый, прям почаще надо менять. И фильтрующая у него маленькая бумага, мало бумаги. Взял вот такой он, хозяин авто. Fuck you. Пошел ты, fuck you. Открой, пожалуйста. В таких условиях надо почаще менять. Почаще менять фильтр надо. Так, ну тут потолще будет фильтрующего элемента, побольше. Новый фильтр обязательно. Заводи, пожалуйста, проверим, как все. Новые свечи. ЕГР чистый. Тормоз. Газ. Заводи. Что-то почему-то всегда тупят. Че? Там далековато, да? О, ну наверное. Конечно, не заведется. Газ! Газ нажми. Все. Двигатель работает. Так, чеки не горят. Все. Глуши. Собираем дальше. Так, закончил с подкапоткой.
Теперь пойдем батареечку проверять. Пришлось перчатки поменять, новые, только одел, уже грязные, блядь. Как так-то? В общем, шок-контент, ребята. Смотрите, какая батарейка. То есть не батарейка, фильтр. Просвета нет. Вот хозяина авто можно вот так вот снимать через нее. В общем, пока здесь лежит, потом будем когда продувать. В общем, реально нет просвета абсолютно. Да. По-другому не назвать. Ладно. Как она дышала, неизвестно. Но надеюсь, что все в порядке с ней. Держи. Ну, наверное. В общем, эту штуку видно, да? Да. О, смотри. О, на тебя все летит. Оп. Сеточку почистили. Аркадия Паровозова сейчас подаем. Не так уж. Сетка удержала, значит, основную массу. Теперь все-таки сетка держит. А? Сетка держит. Так, это... Такое состояние было. Кукурузки. А? Кукурузные волосы. Волосы вот есть. Да, входи, наверное. Итак, хозяин рядом присутствует. Все думает, то, что повезет. Но, да, действительно. В общем, плохо показывают эти контакты мои, потому что тут окисло. Все Да, окисло. надо чистить, да? Да, окисло есть. Поэтому я сперва меняю эти. Так. Ладно. Разбег маленький. Батарейка вроде как бы нормально. Статика. В общем, ничего не буду записывать. Объясню просто парню. Вот моя батарея. Вот моя батарея. Стандартный забег на 400 метров. Как бы я всегда объясняю. 400 метров она должна пройти 6 раз, если она хорошая. 3 раза средняя, там 50-60%. 4 где-то 60-70%. 5 это 70-80 и 6 это 90-100. Потому что больше не бегали, я пока что еще такого не видел. Вот. Сейчас у нас разряд начинается 15.72. Ну, с маленькой, конечно, цифры начинаем. Но, в принципе, не столь важно. В общем, 400 метров стоит. Все, поехали. Оп, 4 минуты должен... 3 минуты, 3:15 должен пройти. Первый этап. Первый этап все проходят. Потом второй, третий будет. Контакты. Так, контакты у нас, ну, соответственно, окислены. Вот есть вот такие вот прям
Что они вот все? Ну, это да. Это так и будет, в принципе. Машинкой никто не занимался. Я так понимаю. Так, посмотрим. А, цифры только у меня вон там спрятаны. Под этим. А, не, можно вот тут увидеть. 72К. Должно быть 74, 70, 71, 72. Все правильно. Батарейка родная. Ну вот, допустим, вот можно по вот этой посмотреть. Видите, 72, тут 73, вот это 74 должно. А, наоборот, 70. Значит, это 70, 71, вот это 72, это 73. Значит, сверху. Так, что сверху у нас? Вот, 80, да? 80, значит, это 81, вот это 82 должен быть. А, не. О, не. 64, 62, 63, 64. А, ну по десятке, наверное. Ставили 85. Ладно. Еще раз пробежимся по цифрам. А вот 28. Соляночка. 28, 30. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38. 38 вы увидели. 38, 39, тут 40 должен быть. Ага, нет. 38, 39. Должен быть 40. Но почему-то 80. Ладно, 80, 81, тут должен быть 82. А, нет. Что-то делали, по-моему. Лазили, да. Уже лазили 82. Что-то кто-то лазил, короче. Да? Да, потому что не совпадает по этим. По очередности. Очередности не совпадает. 22. Итак, первый этап посмотрим. Ну, хорошо, пока начало хорошее, 0,07 разница. Будем дальше смотреть. Так, первый этап, в принципе, все проходят. Данные какие? 0,09. Угу, минимальный 23. И поехали на второй этап. 3,20. Нормальный результат. Разрядка 7 ампер ток. Второй этап. Ну, второй этап закончился у нас чем, ребята? Тем, что у нас батареечка-то села. 2 этапа. Ну, ровная. 0,06. Батарейка ровная, но емкости в ней нет. Да, емкости нет. В принципе, что-то делали, выровняли, 50%, грубо говоря, даже нет. На втором этапе ушла 14. Но она ровная. Это чисто такое перекупское движение, короче. Вот. В общем, меняем контакты, продули и все. Констатация факта такова, то что продали автомобиль с батареечкой, но хоть отремонтированная, хоть ровненькая. Вся ровненькая, кто-то делал ее, но с слабыми элементами. В общем, меняем контакты. Не могу отпускать парня. В общем, вот такая констатация фактов. Оставили батареечку, чтобы чисто доехать. Ну и даже, наверное, не заморачивались контактами. Просто не чистили и все. Тупо так сделали, быстренько, чтобы ошибок не горело, и все. И пока-пока. Ну все, дорогой, езжай. Все обслужено. Цвет прикольный, кстати. Это серый. Гибрид сила, ребята. Гибрид сила. The underworld coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. A
average being the motherfucking gang that you all down. Woof. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Woof. Straight from the underworld, coming for the underground. Woof. Motherfuckers better watch. Я сделал все, что мог.